Добрый вечер. В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». Прямые инвестиции предполагают вложение финансов для создания новых предприятий, рабочих мест и увеличения налоговых поступлений в бюджет. В сегодняшней программе хотелось бы поговорить о том, насколько привлекательна наша страна для иностранных инвесторов и каков вообще инвестиционный климат у нас в республике. И у нас в гостях сегодня кандидат экономических наук Саид Лейба. Саид, добрый вечер, рады вас видеть в нашей студии. Здравствуйте, Нала, спасибо, что пригласили. Вот об инвестиционном климате в Абхазии немало говорят у нас в стране, но хотелось бы узнать ваше мнение как человека, который живет и работает за пределами республики. Вы, я знаю, занимаетесь преподавательской деятельностью и вопросами конкретно инвестиций. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете вообще инвестиционный климат в Абхазии? Ну, знаете, Нала, прежде чем говорить или давать оценку инвестиционному климату в Абхазии, наверное, надо прежде всего сказать о том, что такое вообще инвестиционный климат. Это совокупность факторов и ограничений, влияющих на приток капиталов в страну или в отдельно взятый регион данной страны. Ну, экономическая наука, она разработала некую методологию, в основе которой лежит оценка факторов рисков. И если эти риски сгруппировать по трем направлениям, это вот политические риски, системные или институциональные, как еще их называют, и экономические. И по вот этим вот факторам риска для каждой страны, для каждого региона они, наверное, будут разниться, немножко свои. Можно оценить вообще инвестиционный климат в стране. Ну, у меня нету статистических данных, которые бы мне позволяли бы на цифрах оценить вообще инвестиционный климат или инвестиционную активность в стране. Но опираясь вот на те данные, которые есть в открытых источниках информации, на мнение своих друзей из сферы бизнеса или политики, также на свой жизненный опыт, на свои знания, я могу сказать, что, наверное, инвестиционный климат в Абхазии оставляет желать лучшего. Я в свое время попробовал сгруппировать те риски, которые существуют в экономике и политике Абхазии, и оценить, как они вообще влияют на инвестиционный климат. Вот если мы будем говорить о политических рисках, ну, они, наверное, трудно преодолимы, да, и на них зацикливаться, может быть, и не стоит. Ну, мог бы назвать такие, допустим, частичная признанность республики со стороны мирового сообщества тоже накладывает большие ограничения. Второй важный момент – это все-таки довольно нестабильная внутриполитическая обстановка в республике. Это тоже влияет, что бы ни говорили. И третий момент – это то, насколько республика подвержена тем влияниям, тем политическим решениям, которые принимаются за пределами нашей республики, государствами, которые нас окружают. Происходят некие процессы в этих странах, и это бумерангом отражается на нас. В качестве примера, недавние обострившиеся отношения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, и как это сказывается на нас. На эту группу рисков мы не можем особо сильно повлиять по объективным причинам, но есть еще же и другие риски, это вот системные риски. В качестве основных я бы назвал какие? Это плохую деловую среду в республике. Эту среду формируют очень сильные криминальные связи и довольно серьезное влияние административного аппарата на всякие бизнес-процессы или на отдельных бизнесменов в стране. Что еще можно назвать? А законодательная база внутри государства? Законодательная база, на мой взгляд, существуют, конечно, законы. Закон об инвестиционной деятельности, о свободных экономических зонах. Но я считаю, что ее недостаточно. И та база, которая есть на сегодняшний день, она носит рамочный, в основном декларативный характер. Она не заполнена конкретным содержанием. Если сосредоточиться именно на законах, на мой взгляд, в этой базе, которая регулировала бы инвестиционную деятельность, очень не хватает одного важного закона о промышленной политике.
который относительно недавно, в конце 2014 года, был принят в Российской Федерации, и действие которого превзошло всякие радужные ожидания. Я думаю, нам надо было бы не просто копировать этот закон, а с учетом собственных реалий адаптировать его и запустить. Это, знаете, Нал, это отдельная большая тема. Я, в принципе, мог бы как-нибудь отдельно прийти к вам в студию, рассказать об этом, если вы еще раз меня позовете. С удовольствием. А вот что касается налоговой политики, все-таки, мне кажется, у нас в стране щадящие налоги для начинающих бизнесменов. Я тоже такого же мнения, ведь ставки по отдельным и основным налогам, налогу на НДС, допустим, а в целом и в общем почти в 2 раза меньше, чем в России, и по остальным налогам тоже. Ставки налоговые ставки, я не думаю, что они как-то серьезно влияют на инвестиционный климат в стране. Это во всяком случае не определяющий фактор. Это не то, что мешает, имеет это значение, конечно, но это не тот фактор, который бы ухудшал в данный момент, в данное время инвестиционный климат в стране. Он не основной, на мой взгляд. Вот в Абхазии уже около года существует Центр по поддержке российского бизнеса, куда могут обращаться инвесторы из России и желающие заняться бизнесом в Абхазии, получить там определенную информацию и помощь. О том, что привлекает иностранных инвесторов в Абхазии и наоборот, что им мешает, нам рассказала гендиректор этого центра. Давайте посмотрим с вами ее комментарий. Хорошо. В Абхазии очень много есть достоинств, которые привлекают бизнес, российский в том числе, конечно, прежде всего российский. Достоинство – это то, что доступность границ, близость к России. Второе – это русскоязычное население, доступность разговорной речи, понятный друг другу менталитет и прежде всего это то, что мы жили раньше все на постсоветском пространстве. Второе, то, что мешает, прежде всего, это сама граница. Очень сильно мешает нам отсутствие законодательной базы, большой, хороший, прежде всего, это налоговый кодекс, который нужно, конечно, совершенствовать. И что касается еще законодательной базы, это, например, у нас лежат на полке некоторые законы, которые способствовали бы поддержке предпринимателей и местных, и привлечению бизнес-сообщества из России. Это поддержка малого и среднего предпринимательства, закон о лизинге, также упрощенная система налогообложения, понятная в России, а у нас все-таки очень много бизнеса на общем налогообложении. Также отсутствие кадастра, которое, наверное, просто добавляет неразберихи. В общем-то, наряду с тем, что не хватает все-таки в Абхазии, что мешает развитию бизнеса, есть определенные преимущества, как сказала Калягина. Мне кажется, что одно из преимуществ – это то, что бизнесмены с небольшим капиталом могут начать бизнес в Абхазии. То, что уже невозможно, мне кажется, в России. Да, это так. Россия тоже, она большая и разная. Например, если говорить о Москве, то капитал для вхождения в бизнес, он, наверное, исчисляется десятками тысяч долларов или евро, а то и сотнями тысяч. Да? В остальной России ситуация несколько иная. И в Абхазии тоже. Да, я с ней согласен абсолютно. С достаточно небольшими деньгами, наверное, в Абхазии можно организовывать бизнес, небольшой, малый или средний, и успешно работать. Все зависит от людей, от предпринимателей в конечном итоге. Что бы я хотел сказать о проблемах, которые существуют, да, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы, в частности российские, в Абхазии, и о которых Анна, может быть, как-то тактично, деликатно умолчала, но о которых я часто слышу я в Москве. Кулуарно очень много говорят именно о сильном криминальном давлении. Я уверен, что некие люди, может быть, некие силы, они ведут даже статистику подобных противоправных действий против российских бизнесменов. И если мы не будем исправлять данную ситуацию,
и количество каких-либо рейдерских захватов бизнеса или иных каких-то противоправных вмешательств со стороны местного, не знаю, там, местных дельцов или криминалитета в работу бизнеса не будет сокращаться, то рано или поздно нам это припомнят, а может быть и выставят некие счета. Я считаю, что власти страны, если вопрос о привлечении иностранных инвестиций рассматривают как один из приоритетов экономического развития, то власти должны сосредоточиться на решении вот этих вот проблем. Ну, тут, скорее всего, наверное, речь идет, когда не оформлены отношения юридически, законно. Да, бывают. Тут не будет никакого изобретения велосипеда. В принципе, с такими проблемами сталкивались многие страны и на постсоветском пространстве. Я думаю, достаточно интересен в этом плане пример Казахстана. Ведь им, по сути, удалось решить эти и многие другие проблемы. Да? И если мы всерьез займемся изучением опыта Казахстана по привлечению инвестиций, то увидим ответы на многие вопросы, как решаются те или иные проблемы инвесторов, которые приезжают из другой страны и пытаются наладить бизнес в чужой для себя стране. Понятно, что есть недостатки, но государство сравнительно молодое у нас, и мы на стадии еще становления. Да, вот несмотря на мнение о том, что в нашей стране есть определенные риски для развития бизнеса, сюда все-таки приезжают бизнесмены из-за рубежа, и в основном это из Турции и из России. Но есть и из более отдаленных уголков земли, например, из Китая. Давайте сейчас посмотрим сюжет о бизнесмене из Китая, который занимается овощеводством в Ачимчирском районе. Давай. Да, обзерез. Да, скоро учим. Да, все. За 3 года Ли Цзиньхуа успел выучить русский язык и даже несколько слов на абхазском. Он приехал из Китая вначале в Россию, а затем, услышав о соседней Абхазии, решил заняться бизнесом в нашей республике. Китайский инвестор вместе с местными предпринимателями открыл фирму «Зеленая Абхазия» и начал выращивать овощи в теплицах в Ачимчирском районе. Наши китайцы, представители там, они приехали, анализ сделали на земле там. Короче, здесь очень хорошая земля. Самое главное, здесь люди хорошие. Да. Не боялись вы вот в другую республику приезжать? Нет, ни разу не боялись, потому что они все приезжают очень порядке помочь. Да. Порядочные, да? Да, порядочные люди. Да. Посмотри, наши огурцы вот так ходят. Да. Около 200 теплиц, каждая стоимостью 700 тысяч рублей, построены за небольшой промежуток времени. Территория размером 8 гектаров была взята в аренду. Проект, по словам Ли Цзиньхуа, оказался весьма прибыльным. Высокий спрос на сельхозпродукцию и хорошие климатические условия способствовали развитию бизнеса. Я живу примерно Харбина, да. Там как Сибирь, да. Новосибирск одинаково, там зима минус 40-50 градусов, да. Поэтому здесь зима нету, да. Поэтому приехали, да. Суровая зима этого года нанесла большой ущерб хозяйству. Из-за снегопада была разрушена большая часть теплиц. В настоящее время функционирует всего 23. Но, тем не менее, китайский бизнесмен не собирается закрывать начатое дело. Сейчас как раз разгар сбора овощей. Это огурцы новый сорт. В Москве просто год назад они растут, очень хорошо берут. Поэтому нам сейчас проверки, один поставили, да, это новый сорт. Пробный, да. С каждой теплицы ежедневно собирается около 300 килограммов томатов и огурцов. Здесь используются традиционные технологии. Саженцы высаживаются прямо в грунт. Вся эта сельхозпродукция рассчитана на местные рынки. Хотя, по словам Ли Цзиньхуа, они вполне могли бы выращивать овощи и для экспорта, если бы не проблемы с границей и реализацией товара. Кроме того, помимо томатов и огурцов, здесь тестируют и другие овощи, завезенные из Китая, даже ягоды. Рядом с кустами салата пробуют выращивать клубнику. Это клубники, да, наши китайские сорты, да. Сейчас чуть-чуть посадите, посмотрим. Если идет, сразу туда теплицы. Таким образом, китайский инвестор не только развивает свое собственное дело, но и создает рабочие места для тех, кто трудится в его тепличном хозяйстве. Саид, парадоксально, да, получается, в стране острая нехватка сельхозпродукции, мы ее завозим из-за рубежа, при этом у нас много земель, которые не используются, и тем не менее иностранцы, даже из Китая, вот приезжают в страну и занимаются выращиванием овощей. Почему наши бизнесмены не занимаются, как вы думаете, таким бизнесом?
Каким бизнесом? Ну, знаете, Нала, в целом я вот положительно отношусь к тому, что к нам приезжают люди и делятся с нами своим каким-то опытом, наполняют наш рынок, допустим, той же товарной продукцией. Вообще, надо сказать, что вот с постсоветского времени по настоящее время наше сельское хозяйство пребывает, наверное, все-таки в упадке. И у этого процесса есть ряд причин. На мой взгляд, одна из важнейших причин такой вот ситуации именно в том и заключается, что нам не хватает каких-то новых технологий и знаний. Ведь когда говорят об инвестициях, об инвестиционном каком-то процессе, в основном думают о финансах, которые принесет с собой инвестор. Но надо же думать еще и о том, что придут новые знания, новые технологии, которые можно будет перенять местным фермерам и тоже заниматься по тем же технологиям выращивания сельхозпродукции. Основные проблемы нашего сельского хозяйства, на мой взгляд, это вот раздробленность земель. Вот как я говорил, уже отсутствие каких-то знаний и технологий современных, да, в области агрокультуры и выращивания сельхозпродукции. Высокая стоимость выращивания сельхозпродукции и слабая доступность кредитных средств, и зачастую они очень дорогие в этих целях. Ну, кстати, вот по поводу кредитов хочу заметить, что вот существует программа при Минэкономике, как раз именно в первую очередь кредитуют бизнесменов, которые занимаются сельским хозяйством. Это очень позитивный момент, это радует, что есть такие программы. Ну, наверняка, опять же, этого мало. Ну, в принципе, в силу того, что ресурсов всегда мало, и на всех их не хватает, и всегда они ограничены. Ну, хорошо бы, если бы в этом плане еще и частные банки занимались кредитованием сельского хозяйства и или сельскохозяйственных проектов. Ну, кстати, у нас принято считать, что туризм и аграрный сектор экономики наиболее перспективные отрасли. А как вы думаете, есть ли еще какие-то отрасли, которые могли бы представлять интерес для бизнесменов внутри Абхазии и инвесторов? Я думаю, что вот наряду с сельским хозяйством и туризмом незаслуженно мало говорится о транспортной составляющей. Или если упоминается транспортная составляющая экономики Абхазии, в основном речь идет об открытии аэропорта. Но я не слышал, допустим, до сегодняшнего дня о том, чтобы на повестке дня стоял вопрос открытия железнодорожных контейнерных терминалов. Ведь наличие таких терминалов сразу бы на порядок подняло бы вообще вот состояние транспортной инфраструктуры. Есть такая статистика, которая говорит о том, что наличие транспортного терминала контейнерного железнодорожного в регионе приводит к увеличению валового внутреннего продукта данного региона в среднем от 3 до 5% в год. Это очень серьезные цифры. Обычно люди рассуждают так: вот будут какие-то товарные потоки, появится инфраструктура, но это ошибочное мнение. Вот если у нас в стране появится несколько контейнерных площадок, способных перерабатывать, переваливать крупнотоннажные и среднетоннажные контейнеры, к нам придут и товарные потоки. Что еще можно сказать? Какие еще другие отрасли? Ну, ряд отраслей промышленности. Допустим, у нас есть огромный потенциал гидроэлектроэнергетики. Мы могли бы развивать эту сферу и извлекать из этого немалые деньги, потому что в мире в основном ощущается дефицит электроэнергии. А гидроэлектроэнергия, она по своей себестоимости одна из самых дешевых. Также далеко не исчерпан потенциал пищевой промышленности, лесной промышленности, лесопереработки, та же легкая промышленность. Вот я думаю, большой потенциал заложен именно
в той конфликтной ситуации, которая сложилась на данный момент между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Ведь не секрет, что в Турции целые отдельные промышленные регионы, целые кластеры работали на экономику России, поставляя туда свою продукцию. И сейчас они попали в некие санкционные списки. Если бы провести грамотную политику с турецкими бизнесменами, то можно было бы наладить трансфер данных предприятий на территорию Республики Абхазии и, пользуясь тем особым положением Абхазии в отношениях с Россией, работать на российский рынок. Думаю, над этим можно поработать и извлечь из этого очень много полезного. Кстати, я недавно прочитала вашу статью, в которой вы размышляли о путях улучшения инвестиционного климата. Обычно многие просто критикуют, не предлагая ничего, не предлагая конкретных действий. Вот вы там говорили о конкретных шагах для улучшения инвестиционного климата. Можете нам вкратце рассказать о ваших идеях? Мои идеи, они, наверное, не уникальны. Я, наверное, обобщил некий опыт, особенно на постсоветском пространстве, тех стран, которые смогли преодолеть инерцию некую в получении инвестиций. В основном это, конечно, российский и казахстанский опыт. На мой взгляд, я бы предложил создание некой интерактивной карты инвестиционной Абхазии. Ведь поймите, Нала, в современном мире страны между собой конкурируют за инвестиционные потоки. И одних только снижений каких-то налоговых ставок не добиться серьезного перелома. Надо создать такую ситуацию в стране, создать такие механизмы и ресурсы, которые способствовали тому, чтобы человек, допустим, из Москвы 2-3 кликами мышки мог бы увидеть, в каких отраслях экономики или на каких предприятиях его инвестиции ждут, какой пакет документов ему необходимо собрать для того, чтобы открыть фирму, и какие структуры будут ему помогать в преодолении всяческих барьеров, и административных, и тех же криминальных, о которых мы с вами говорили. Это как раз речь, наверное, об инвестагентстве у нас пойдет, мы об этом отдельно поговорим. Давайте Они как раз этими вопросами будут заниматься. Работа, она, понимаете, она многогранная, она всесторонняя. В этом процессе должны быть задействованы даже не только Министерство экономики, в этом процессе должно быть задействовано все общество. Ведь привлечь инвестиции в современном мире на самом деле вопрос непростой. Та же Российская Федерация, она сталкивается с тем, что наблюдается большой отток прямых инвестиций. Надо создавать условия, их можно условно разделить, да? Надо создавать базу правовую. Кроме этого, коль скоро мы вернемся к вопросу об агентстве, которое существует, у меня есть мысли на этот счет, как оно должно функционировать для того, чтобы сделать Абхазию более инвестиционно привлекательной страной. Кстати, был принят закон для привлечения инвестиций в особых экономических зонах. Когда его принимали, еще он не был принят, его обсуждали долго, и многие выступали против принятия такого документа. В первую очередь против него выступили представители политической партии Айнар. Давайте сейчас посмотрим, что они думают по поводу этого документа. По свободным экономическим зонам политической партии Айнар была позиция, что в данный момент в стране принятие решения по созданию таких зон преждевременно. Преждевременно по ряду причин. Для того, чтобы создавать свободные экономические зоны, очень важно ответить на себя на один вопрос. Нужны эти зоны государству или нет? Должно быть техническое обоснование и должна быть экономическая целесообразность. Технически создавать зоны на территории такого небольшого государства, как Абхазия, экономически нецелесообразно, так как нарушается основной принцип единства экономического пространства. Это первое. Во-вторых, создание таких зон потребует дополнительного финансирования со стороны государственного бюджета на создание инфраструктуры, на осуществление контрольных мероприятий по периметру этих зон, на осуществление надзорных мероприятий внутри этих зон. Это дополнительные расходы госбюджета. Что касается доходной части тоже пострадает, потому что на эти налоги, которые будут не выплачиваться благодаря созданию этих зон, они попадут просто в бюджеты.
Это основные проблемы. Есть еще проблемы безопасности. Создание таких зон, знаете, эти зоны выпадают из общего экономического пространства, общего налогового, таможенного режима государства. И очень сложно контролировать экономические процессы, которые протекают в стране. Тем более это сложно для Абхазии в данный момент, потому что в Абхазии ресурс, вот этот потенциал управленческого воздействия государства недостаточный, чтобы решать те проблемы, которые влиять на те проблемы, которые могут возникнуть. Очень важно, что при создании свободных экономических зон контроль над этими зонами находился в руках государства. В общем-то, в случае создания такой, если появится у нас свободная экономическая зона в Абхазии, вот представители НАР считают, что это будут бесконтрольные территории. Как вы думаете? Ну, они могут быть бесконтрольными, если их не контролировать. Я думаю, уважаемый Тенгиз, он несколько в мрачном таком свете все это описывает. Свободные экономические зоны – это что? Это некие ограниченные территории с особым режимом функционирования. Ну, я, например, внимательно читал закон о свободных экономических зонах в Абхазии, и там есть механизмы контроля и механизмы ликвидации этих зон, если их деятельность фактическая будет идти вразрез с теми декларируемыми целями изначально. Ну а как развиваться государству? Надо реализовывать вот такие сложные проекты, и только через это и развиваться, да, и та же правоохранительная система, тот же административный, управленческий, финансовый аппарат, вот через такие только сложные проекты и будет развиваться. Я считаю, что свободные экономические зоны, надо пробовать, на мой взгляд, в любом случае надо пробовать, потому что в мире очень много таких зон. В той же России есть успешные зоны. Допустим, если взять Татарстан, есть очень успешная зона, свободная экономическая зона, Алабуга называется. Если я не ошибаюсь, они на сегодняшний день уже более $1 миллиарда привлекли иностранных инвестиций. Там создалось очень много рабочих мест. Да, и в промышленном кластере. Также могу вспомнить и технико-внедренческую и производственную зону, которая открыта в Калужской области. Кто знал о Калужской области в плане экономического развития буквально лет 5 назад? На наш день современный, да, это очень развитая область, это регион-донор, в котором открыли свои производственные площадки практически все крупнейшие автопроизводители Европы. Там и Volkswagen, и Volvo, и так далее. Можно другие перечесть. Но есть также и неуспешные, есть такие провальные проекты, наверное, как свободная экономическая зона в Калининградской области. Там другие были причины. В общем, мое мнение... Надо этот закон существующий наполнять реальным смыслом. С недавних пор в республике создано инвестиционное агентство при Минэкономике. Оно как раз занимается не просто поиском иностранных инвесторов, но и систематизацией всей информации по инвестициям в Абхазии. Коротко о результатах работы нам рассказал министр экономики Адгур Арцинба. Давайте посмотрим его комментарий. Давайте. Инвестиционное агентство провело анализ по методологии Doing Business. Это международная практика, исследование, которое проводится по изучению делового климата в той или иной стране, и потом сравнивается страны по условиям ведения бизнеса. Почему? Потому что мы считаем, что для того, чтобы привлекать инвестиции и чтобы страна наша была в этом плане интересна для инвесторов, в первую очередь надо заниматься внутренним деловым климатом. К сожалению, по тем исследованиям, которые мы имеем, по результатам, мы входим уже во 200 стран. То есть это не очень хорошо. Это при том, что это только по формальным признакам, то есть по реальным, тем, которые не поддаются сегодня на исследованию, может быть ситуация и немножко хуже. То есть о чем идет речь? Сколько времени уходит у предпринимателя на создание предприятия, регистрацию юридического лица? Сколько времени у предпринимателя уходит на регистрацию права собственности? Как обстоят дела с кредитованием? Как речь идет о обеспечении контрактов? Параллельно с этим инвестиционное агентство сегодня ведет 33 инвестиционных проекта
Это те проекты, которые были отобраны и направлены в Москву в рамках кредитования крупного и среднего бизнеса 1,2 миллиарда рублей. Вот. После того, как рабочая группа здесь на месте отбирает эти проекты, они направляются в Москву. Дальнейшая проработка взаимодействия банков с инициаторами проектов, естественно, она проходит через наше инвестиционное агентство. Там дополнительные материалы необходимо предоставлять. Очень много работы занимает на один проект, в среднем от 7-6 до 8 месяцев работы. Вот. И параллельно уже 2 проекта, как вы знаете, уже финансируются активно. В общем, Саид, как вы считаете, с появлением такой организации, насколько изменится ситуация? Во-первых, я считаю, что наличие такого агентства – это очень позитивный момент. Я считаю, что им надо всячески помогать, может быть, повысить их статус. В общем, это агентство, на мой взгляд, оно еще должно, кроме привлечения инвестиций, заниматься еще и некой просветительской работой для инвесторов, да и для отечественных предпринимателей. Да? Ведь многие люди даже понятия не имеют, какой пакет документов им надо собрать для учреждения юридического лица. Например, в Казахстане существуют некие центры содействия инвестициям и предпринимательской деятельности. И в каждом регионе есть филиал этого центра. Инвестор из любой страны, и местный, он может прийти в этот центр, и они, как поводыри, проведут его, как говорится, мимо всех этих проблемных моментов и будут сопровождать его работу от А до Я, помогут собрать документы, ознакомят с действующим законодательством. Если у него будут возникать какие-то проблемы с теми или иными структурами, они также готовы и их решать. Я думаю, агентство, ему надо помогать. В Минэкономике нам сказали о том, что 3-7 лет в зависимости от объема инвестиций уходит на окупаемость проектов в сфере туризма и сельского хозяйства. Как вы считаете, это хорошие сроки для бизнеса? Сроки окупаемости для разных видов бизнеса, они разнятся. В том же сельском хозяйстве, допустим, проекты по выращиванию птицы или мелкого рогатого скота, они имеют одни сроки окупаемости, достаточно короткие. В плане крупнорогатого скота, реализации бизнес-проектов по выращиванию, там иные сроки. Это можно на примере той же России проследить. По сути, Россия сейчас превратилась в нетоэкспортера курятины, свинины и так далее, но до сих пор достаточно большие объемы закупает говядины. Почему? Потому что проекты в области крупного инвестпроекты в сфере создания таких предприятий по выращиванию крупного рогатого скота, они имеют очень длительный срок окупаемости. В целом это нормально, по-моему, от 3 до 7 лет. 3 года для сельского хозяйства – это вполне реальный срок окупаемости проекта. И, наконец, подводя итог нашей беседы, как вы думаете, все-таки инвестиционный климат каков в Абхазии? Наша страна сейчас привлекательна только для очень рисковых предпринимателей. Для людей, которые привыкли к некому комфорту, к некому достаточно высокому уровню безопасности, Абхазия вряд ли сегодня очень привлекательный регион для инвестирования. Но у нас бешеный потенциал, и мы его обязаны реализовать. Мы все вместе. Мы должны способствовать созданию такого климата доброжелательного, чтобы инвесторы к нам шли с охотой, и чтобы мы еще имели возможность выбора, кому оказать содействие, кому отказать. Я так думаю. Спасибо большое, Саид, что нашли время прийти к нам. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили об инвестиционном климате в республике. У меня на этом все. Я прощаюсь с вами. До следующей недели.